Всех приветствую. У нас сейчас презентация по теме RoyalQ. Как мы, используя торговую систему, торгового робота площадки RoyalQ, как мы зарабатываем денежку. Спокойно, без всяких переживаний, волнений. И самое главное, что деньги находятся у нас на счету. Ну, поехали. Значит, тема называется RoyalQ. Она пришла у нас за границы. Сингапур разработчики. Постоянно они докручивают, улучшают приложение, улучшают работоспособность робота, постоянно модернизируют приложение и тем самым делают удобство для трейдеров по зарабатыванию денег, используя этого робота. Значит, какие тут у нас фишки? RoyalQ – это полуавтоматический трейдинговый бот. Робот, по-разному можно его называть, который торгует криптовалютой. И он торгует на двух бирж. То есть мы можем RoyalQ, вот эту площадку, прикрепить к нашему счету либо на Binance бирже, либо на Huobi, либо на сразу две площадки, чтобы он и там торговал. Вот такая вот фишка тут есть. Вот это, не зря вот эти две биржи выбраны, это топовые биржи, Binance это номер 1 мирового масштаба биржа, Huobi это номер 2 биржа мирового масштаба, где происходят за день самое большое количество торгов, самое большое количество трейдеров доверяют и участвуют на этих биржах, ну и, соответственно, мы тоже к самым лучшим биржам подключаемся и на них торгуем. Значит, ваши деньги находятся на вашем спотовом кошельке. Это как раз-таки безопасно. То есть они не могут у вас куда-то там уйти налево-направо, они не могут слиться, потому что они находятся у вас изначально, когда вы заходите в работу, они находятся у вас в долларах. Дальше уже на спотовом кошельке ведется торговля. То есть со спотового кошелька покупается криптовалюта, и при дорожании ее робот фиксирует прибыль и заново закупает криптовалюту. И зарабатывает нам именно на росте криптовалюты, на разнице в курсе, зарабатывает нам прибыль. Значит, как это все происходит? Мы подключаемся через IP-соединение, подключаем площадку RoyalQ к площадке Binance, допустим. Вот. Для того, чтобы подключить, есть куча видеоинструкций, помогают те, кто вас приглашает, они заинтересованы вам помочь, вам все настроить, объяснить, показать, рассказать, как это работает, и уже как бы полностью вам выстроить вот эту торговую сеть. По времени это занимает, там, ну, грубо говоря, там 10 минут, это как бы, чтобы настроить, все подключить и запустить. Поэтому, ну, времени совсем мало надо. И после подключения по IP две площадки, что они могут? Они могут мониторить рынок, мы разрешаем мониторить рынок, позволяем им покупать, продавать криптовалюту на вашем счету и позволяем им между собой контактировать. То есть получать данные, информацию и возможность даем на площадке RoyalQ открывать у вас сделку и закрывать у вас сделку на вашем счету, на вашей бирже. И самое главное, вот эти два пункта, они самые главные, которые нас очень интересуют, вот эти два пункта. Мы не разрешаем снимать, извлекать средства площадки RoyalQ, не разрешаем, это первое, не разрешаем. И второе, мы не разрешаем их куда-либо переводить, когда подключаем через IP. Только покупать и продавать криптовалюту и мониторить рынок. Все. Благодаря вот этой фишке, что мы не разрешаем снимать, там, переводить деньги, извлекать и так далее, RoyalQ не имеет никакого доступа к выводу и там возможности наши деньги забрать. Она может только на наши деньги купить криптовалюту, и на наши деньги она может, ну, и закупленную криптовалюту уже при дорожании ее, она может ее только продать и заработать нам больше денег в долларах. Заработок у нас идет в долларах, это очень круто. Доллар это как бы такая стабильная валюта получается, в отличие от криптовалюты. И всю прибыль, весь доход мы фиксируем в долларах. Это тоже очень большой плюс. Идем дальше. Что такое спотовая торговля? То есть новички обычно, они не знают,
что это такое, а это как бы одна из самых безрисковых торговлей, которая существует именно на финансовом рынке, на биржах. То есть, когда у вас есть две монеты, допустим, раз монета и два монета, тут, допустим, биткоин, здесь, допустим, доллар. Что происходит? Биткоин стоит, допустим, там $1000 сейчас в данный момент. Мы покупаем за доллары биткоин стоимостью $1000, и у нас получается там какое-то количество биткоина, допустим, там 1 биткоин мы купили. Вот. Неважно, цена пойдет вверх здесь или вниз, у нас всегда в наличии будет 1 биткоин. А долларов будет, допустим, минус 1000, потому что мы отсюда забрали доллары. Баланс у нас, допустим, тут 2000 был, стало 1000. Вот. И у нас не важно, куда идет рынок, что с ним происходит, у нас всегда будет 1 биткоин, который мы купили. Вот в этом и фишка спотовой торговли, что деньги никуда не деваются, они не сгорают, они не аннулируются. Они находятся у вас в криптовалюте. Купили за $1000 1 биткоин, у нас есть 1 биткоин. Далее какая фишка? Далее фишка, наша задача дождаться, чтобы, и задача робота дождаться, чтобы биткоин подорожал. И когда биткоин поднимается вверх, а у робота там уже свои настройки стоят автоматические, насколько нужно, чтобы робот, то есть чтобы курс подорожал у биткоина, чтобы робот его продал, зафиксировал нам прибыль. И, допустим, курс поднялся, и биткоин стал стоить $1100, робот закрывает эту сделку, продает сразу 1 биткоин за $1100, и деньги нам возвращаются в доллары. Биткоин продает эту сделку, закрывает, и нам деньги возвращаются в доллары. И у нас становится плюс становится к нашей 1000, плюс $1100. И вот наш навар, наша прибыль, это вот $100 с одной этой сделки. А так как криптовалют много, и в данный момент 71 монета, которой Royal Q торгует, то получается, мы торгуем не всеми деньгами, не всем балансом, а мы торгуем каждой монетой. То есть эту закупил робот, эту закупил робот, эту закупил робот, эту закупил робот. И самое главное, что он торгует топовыми монетами, теми монетами, которые входят в топ 100 монет там, по ликвидности, по оборачиваемости, по популярности и так далее. То есть, когда вы зайдете в монеты робота, которые у него есть для торговли, которые он с рынка берет, вы увидите, что там плохих монет нету. Все хорошие, все адекватные, все стоящие, все перспективные, и у всех большая ликвидность, хорошая проторговка. Вот этими монетами работает робот, это тоже очень важное, очень большое преимущество, когда робот именно торгует хорошей монетой, качественной, которая не упадет и не будет потом валяться там на дне много-много дней, много-много месяцев. Вот. Она всегда, эта монета ликвидная, она всегда ходит вверх-вниз, и на этом мы зарабатываем. Что робот делает? Он покупает дешевле, дороже продает. Торгует без всяких кредитных там плеч, без всяких там заемных денег и так далее. То есть вот он купил на $100 монеты, на наши деньги, которые у нас есть. Подорожала монета там на 10%, он по $110 продал, на $110 продал, $10 нам заработал с этой сделки. Опять ищет, ждет, опять купил эту монету, опять она подорожала, он ее продал, еще плюс $10 нам заработал. Вот таким способом за день, за сутки, за год он может зарабатывать на каждой монете нормальные денежки. И, соответственно, получается, чем дольше робот у нас торгует, тем больше денег он нам приносит. Покупает дешевле, продает дороже. Есть тут в этом роботе определенные стратегии, очень такие крутые, в виде как усреднения. То есть есть и стратегия по Мартину, это когда цена идет ниже, он в 2 раза сделку увеличивает. Но эта стратегия, как бы она не очень интересна в том, что она быстро весь баланс получается, переводит в монеты. Вот. И поэтому мы по другой чуть стратегии работаем, усредняемся более так, как сказать, более такой усредненностью, усредняемся в виде не удвоения, а в виде входа на ту же сумму.
стратегии с такой работаем, QQ-циркли и там еще ручные стратегии. Вот, тем самым баланса хватает, чтобы, в принципе, усреднять тот объем монет, с которыми мы торгуем. И в случае падения, когда рынок падает, нужно монету докупать. То есть правильная торговля – это когда рынок падает, мы докупаем, рынок растет, мы продаем. И, соответственно, как происходит? Вот здесь вот робот купил в надежде, что вверх пойдет, а цена пошла вниз. Робот усредняет, то есть нужно, получается, вот тут нулевая точка. Если он тут купил, у нас сделок больше нету, нужно дождаться, чтобы цена сюда дошла, и это у нас будет только 0. Мы на ту сумму на $100 купили, вот тут у нас будет $100, если в доллары переводить. И нам нужно вот сюда, чтобы дошла цена, чтобы $110 мы, допустим, получили. Но здесь за счет усреднения цена идет вниз, робот докупил, потом еще раз на $100 докупил, еще раз на $100 докупил, еще раз на $100 докупил. Потом цена разворачивается, и ему уже достаточно пройти не вот отсюда, чтобы он $110 заработал, а ему достаточно вот до отсюда дойти, чтобы он заработал с этой сделки нам прибыль, с этой сделки нам прибыль, с этой нам сделки прибыль и с этой нам сделки прибыль за счет усреднения, потому что мы видим, что да, это вот ровно в ноль закроется, а вот это как бы в минусе. Но за счет того, что вот эти были ниже и ниже скуплены, ему нужно меньший путь пройти, и он нам закроет сделку в 400 здесь. В 400, раз, два, три, четыре, в $440. И сделает нам прибыль $40. Вот. И начнет вот отсюда торговать, с этой же точки он начнет дальше торговать. И цена пойдет вверх, он нам опять будет зарабатывать. Пойдет вниз, если с этой точки или там от с этой, он опять начнет докупать. И вот за счет вот этого усреднения получается вот эта фантастическая фантастика, что мы даже на падающем рынке набираем позиции, робот нам набирает позиции, и потом нам их на развороте проторговывает, и мы зарабатываем еще больше, нежели мы по одному ходу будем. Ну и экономим вот этот путь мы экономим. Зарабатываем больше, экономим путь, так бы нам надо было ждать, чтобы туда цена дошла, потом вот здесь только закрылась сделка, мы только $10 заработали, а это время, то есть мы вот это, получается, вот эта монета бы, вот этот срок бы сидела бы, а тут может там один день быть, или там 1 неделя может быть, пока вот эта просадка идет. И, соответственно, мы бы ничего не заработали. А так робот делает все возможное, чтобы мы еще даже усреднялись, и потом через неделю мы получили вот эти вот $40, а это получается, ну, считайте, каждый день по $1, там, ну, в зависимости от времени. То есть больше доход, нежели бы он просто стоял. Вот в этом тоже фантастика, вот в этом класс рабочего механизма. И это всего лишь одна монета. А таких монет у нас много будет подключаться со временем, зависит от баланса. И, соответственно, если эта монета пока в просадке, то есть не растет, то другие монеты будут нам зарабатывать. Это я на графике дальше покажу, чтобы вы видели, что все монеты ходят по-разному, и везде идет зарабатывание денег прям такое неплохое. Дальше что? За год сейчас у нас абонемент стоит робота взять $120. Это $10 в месяц. Ну, вот такая вот смешная цена за этого робота. По статистике доходность заявлена от 10 до 30, то есть в зависимости от рынка, в зависимости от стратегии, какая у вас есть, в среднем где-то получается 20% в месяц. То есть примерно вы рассчитываете на 20% в месяц. Настроили систему и через месяц смотрите, к вашей 1000 сколько прибавилось, допустим, долларов. Если 200 прибавилось долларов, то есть у вас на счету на Binance 1200, значит, сколько вы заработали? 20%. Все, отлично, дальше наращиваете, будет 10 тысяч лежать, 2000 заработаете за месяц, робот. Будет 100 тысяч лежать, 20 тысяч за месяц робот вам заработает, ну и так далее, и все. Но фишка, деньги-то на вашем счету, отдавать их никому не надо, и вы их в любой момент можете забрать там и так далее и тому подобное. А робот будет делать свою работу. Работает он круглосуточно, без праздников, без выходных. Мы спим, он работает, мы едим, он работает, мы занимаемся спортом, работой, робот работает. И в этом кайф. Компания заинтересована
В чем? В том, что брать комиссию с нас 20%. И то она вот эту комиссию с каждой прибыльной сделки, которую она берет, помимо вот этого разового обслуживания мы платим, мы еще на счет компании заводим денежку от желательно $5. Вот. Ну, лучше, чтобы там и 10-20 лежало долларов всегда на балансе, чтобы все было круто. Эти деньги должны лежать на балансе компании Royal Q. Все этих денег он списывает вот эти 20% комиссионные. Они не сильно заметны, но при заработке робот заработал нам $100, мы $20 должны отдать. Они списываются вот с этого счета. Там $500 нам заработал, мы $100 должны отдать. $1000 нам заработал робот, мы 200 должны отдать, они должны вот тут у нас на счету быть на Royal Q. Робот сам их автоматически, ну, то есть программа сама автоматически у нас эти деньги спишет. То есть у нас здесь чистыми $800 остается у нас на счету, ну, как бы заработанными чистыми. Они у нас 100 тысяч на счету будет в Binance находиться на бирже. Но так как мы будем потом оттуда переводить на комиссионные, и мы уже самое классное, что переводим с дохода на комиссионные деньги, переводим с нашего дохода. Поэтому здесь мы уже не надо со своего кармана брать и добавлять. То есть заработал робот, все, мы из дохода добавили чуть-чуть туда себе на счет, и все, там $10-20, и пускай они там лежат, робот их берет. Вот такая вот фишка. Ну и, соответственно, как вот с этих 20% компания 3 себе оставляет, а 17 еще потом нам по маркетингу отдает. Говорит, хотите больше зарабатывать, или эти 17 людей приглашайте к себе в команду и будете зарабатывать еще по маркетингу как бы больше денег. Компания может и сама рекламу проводить, но это бешеные деньги, и реклама обычно не работает так сильно, когда там человеку по телеку показали или в интернете чудо-робот, и он там работает, зарабатывает. Ну, как вы думаете, 95% не поверят, потому что все знают и бают куча, что роботы сливают, это лохотрон, это, ну, и так далее и тому подобное. Поэтому самая лучшая реклама – это сарафанная реклама, и когда есть у нас результат, мы можем реально показать свои результаты, доказать, что вот, да, он работает, он не сливает, и он приносит нам каждый день прибыль. Соответственно, лучше компании платить нам за это хорошие, щедрые комиссионные, и мы с радостью будем рассказывать за это своим партнерам, людям. Поэтому есть два источника дохода. Первый – это пассивный доход от трейдинга. Хочешь рассказывай, хочешь не рассказывай, обязаловки нету. 20% где-то будешь в месяц получать. А так вообще от 10 до 30, потому что бывают месяцы плохие, когда там просадка, и просто робот, ну, не может выторговать много плюсов. Вот. И командный доход – это вот первый план. Тут, короче, идет у нас по командному доходу 3 источника дохода. Первый – это лично приглашенные личники. При каждой регистрации и покупке плана от $30 вам компания сразу на счет начисляет. Эти деньги сразу за 2 минуты можно снимать. Второе – это не личники. Это те, кто не вы пригласили личников, а личники приглашают тоже партнеров. И вот тех, кого они приглашают, вы от этого тоже получаете от $10 вам компания за этих людей, которые проплату делают за лицензию, тоже начисляет. Ну, чтобы вы понимали, от 30 до 70 вы можете зарабатывать. Это первый источник дохода. Второй источник дохода от 10 до 40 вы можете зарабатывать. Вот они, это первый, это второй долларов. Ну, в зависимости какой ранг. Когда вы только регистрируетесь, у вас первый ранг. Нужно потом поработать, 20 человек команду сделать, и вы на втором ранге уже будете от неличников получать. Ну и пошли дальше, 3, 4, 5, 6, тут всего лишь 6 рангов. Вот. На 6-м ранге тут 1500 человек, когда команда у вас будет. Не обязательно, что вы их пригласите. Вы там человек 10-20 пригласили, у вас потом пошло разрастание. И через какое-то время у вас закрылся этот ранг, и вы с каждого приглашенного уже 70 зарабатываете, а вашими личниками на всю структуру это 40. Здесь примерно доход уже от $5000 в день начисляется, потому что сеть растет, то там плюс комиссия, ну, короче, дофигища денег. Помимо вот этого всего, есть еще третий источник дохода, это вот эти вот 17%, которые я сказал, то есть 20% берет компания на комиссионный,
3% она себе оставляет, а 17 нам отдает. И по уровням, то есть даже когда вы людей приглашаете, здесь будет у вас уже 4% от их дохода вам начисляться, компания будет давать. Здесь будет она давать 6% на втором уровне, на третьем уровне 9%, на этом 12%, на этом 14%, на этом 17%. Деньгами начинает засыпать. Поэтому вот эти вот $5000 на 6-м уровне. Кто хочет хорошо зарабатывать и много, рекомендую потихоньку рассказывать. Пройдет 3 месяца, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее месяцев. Вы не заметите, как у вас структура разрастется и будет 6-й уровень. То есть, 1500 человек, что там, представляете, 1500 человек, это, можно быстро, как бы, потихоньку рассказывая, ты сказал этим, эти сказали этим, приложение все работает, показали, там все делятся приложением, в гости ходят, там и на работу и так далее, вон, смотри, я работаю, а у меня еще плюс робот работает, на меня зарабатывает мне деньги, и все, всем интересно, все хотят дополнительный доход зарабатывать, а вы за счет таких объемов выйдете вот на такие доходы. Вот здесь вот $500 где-то от $500 в день на 5-м уровне. На этом уровне, на V4, от $200 в день доходность. На 3-м уровне от $100 доходность в день. На 2-м уровне от, так прям возьмем, так, я по себе говорю, на 2-м от $10 в день доходность. Ну а тут оно еще может расти. Это как бы я там минималку вам нарисовал. Прям такой минимальный средний доход. Тут даже средний можно доход 20 сделать вот так. Средний доход минимальный в день. Потому что бывает больше, бывает меньше в зависимости от активности. Вот. Но вот такие вот денежки здесь по маркетингу можно получать. Идем дальше. Вот она, это командное вознаграждение. Вот она прибыль как распределяется по уровням. Вот. Чем больше команда, тем больше денег. Да, сейчас я вам покажу. Вот так выглядят начисления в приложении. Ну и самое время действовать, и успех твой в твоих руках. То есть как бы хотите деньги, нужны деньги, хотите красивую жизнь, машины, квартиры, бизнесы на земле, красиво питаться, красиво одеваться, выглядеть. Постройте этот бизнес, он прозрачный, он легкий, простой, деньги у вас на счету, отдавать никому не надо, прибыльность 20% в месяц, наращивайте свои капиталы, стройте команды и зарабатывайте больше. Все, заработайте денег, живите другой жизнью, красивой и хорошей. Вот такая вот презентация. Ну и сейчас я вам покажу свое приложение. Вот оно приложение. Его можно устанавливать и нужно устанавливать на телефоны, Android или айфоны. Вот. После установки у вас будет функционал, много-много разных разделов, где можно там куча информации, читаем, смотрим, деньги смотрим, где сколько. Вот здесь мы видим монеты, которые у меня подключены. Мы знаем, да, крипта идет вверх-вниз, соответственно, то падает, то растет, все спокойно ждем. Где красненькое, это значит просадка, когда разворот идет рынка, оно становится синеньким. И вот синенький – это наш любимый цвет сейчас получается, потому что когда синенько, это мы знаем, что уже все, пошла монета в плюс. Вот сейчас мы увидим на каве, кава монетка. Вот, она пошла в плюс, и достаточно, чтобы прошло там определенное количество процентов вверх монета, и нам заработалась прибыльность. Заработалась прибыльность в данной схеме, в данной теме. Вот такие вот дела. Так, что здесь? Пока тут кава не хочет, она минус, там вот эти копеечки она показала. Хотел просто вам мой любимый цвет синий показать. Видите, 0,04 сейчас. И чуть-чуть вверх там скакануть на один пунктик. И вот эта ячейка станет синенькая. И аж прям, так хорошо станет. Вот. Значит, что? Давайте по доходности покажу. Синий цвет будет, не будет? Будет, не будет. Давай, дружок, чуть-чуть выше. Хоп. Вот здесь, значит, показано, сейчас я как раз расскажу. Вот здесь показана выгода, то есть сколько мы в долларах получаем. То есть сейчас у меня убыток минус там $0,05. Пойдет здесь синенькая, тут пойдет уже плюс. Тык-тык-тык-тык-тык. Это сейчас показано, насколько рынок подрос за сутки. Что на бирже, что здесь такая вот, на сколько процентов он подрос за сутки. Вот это количество монет, сколько у меня куплено, 21,5 монета.
Это вот как раз-таки монета показана. Это вот от той цены, по которой я купил, идет индикатор. То есть цена идет ниже, минус идет, цена идет выше, плюс идет. И вот это вот цена. Сколько сейчас эта монета стоит? 5 долларов, там 56 центов. Вот. Ну и так про каждую монетку можно эту информацию увидеть, смотреть. Это получается актив. А вот он мой любимый цвет, видите? Синенький. Вот, знаете, аж прям приятный. Вот иногда бывает, когда рынок вверх весь идет, вот это все синенькое, и ты такой смотришь, там есть одна закрылась сделка, вторая закрылась. Ой, как приятно, как классно это смотреть. Вот. И что происходит? Вот это все у меня активы. Они куплены, я не знаю, когда эта монета подрастет, вырастет. Она может за 5 минут вырастить, за минуту, за день, за полдня, за неделю вырастить. Но это криптоактивы мои, которые рано или поздно они все равно стреляют и дают профит. Ну, идем на рынок. Так, давайте сейчас быстренько по доходности покажу. Была небольшая просадка, поэтому, ну, там 2 дня. Поэтому, ну, и идет спад. Вот здесь мы видим, это торговля робота, этот раздел торговля робота. Заработал он мне там за больше месяца, я уже торгую 142 доллара. Начинал я с 30 долларов торговать, сейчас у меня там 800 долларов уже на балансе торгуется, потому что по партнерке там я добавляю, плюс робот наторговывает потихоньку, и получается прям неплохо. Выводил, все работает быстро, просто и легко. Вот они у меня там 7 долларов, 13 долларов сделал, 10 долларов, там 2, 4, там, ну и разные вот эти циферки. Чем больше баланс у вас будет, тем большим вы объемом будете торговать и на большее количество монет. Тем самым у вас будет больше денег зарабатываться. Но даже вот вчера он мне заработал 7 долларов, да, все равно это уже деньги. То есть 7 мы умножаем на 70 рублей на курс этого, 7,7, сколько получается? 49, да, правильно. Ну, грубо говоря, там за вчера плюс 500 рублей у меня робот заработал. Плюс 500 рублей робот не заработал за вчерашний день. Приятно. Тут копеечка, там копеечка, и хорошо себя чувствуешь. Тут в районе 1000 заработал, тут в районе 700 рублей заработал. Тут, ну, мало там, да, там 140, 150, тут 150 рублей заработал. Здесь там 300 рублей заработал. Ну, по-разному. То есть к этому нормально относится. Главное, что он зарабатывает. И я теперь понимаю, что мне надо теперь побольше денег, чтобы у меня на счету лежало. И тогда у меня будет прям хорошо зарабатывать. Идем дальше. Ну, и так у каждого может быть. Вот это уже интересный раздел. Вот в этом разделе уже показаны командный заработок. То есть я приглашаю людей, рассказываю им про робота, показываю информацию, помогаю подключить, все настроить. И у меня здесь идет 3 вида дохода, которые я рассказывал. Первый, второй и третий. И вот они вот так отображаются. То есть я уже за больше, чем месяц заработал 1000 долларов, а 1000 долларов это 70 тысяч рублей. Начинал я со 120 долларов, и все, больше у меня денег не было. Я заработанные деньги начал потом перекладывать себе на биржу, и тогда только включил торговлю, и начал с этих денег проторговать, и вот пошел у меня еще плюс доход от робота. И вот приглашая людей, доход растет. Вот вчера у меня 22 доллара был, позавчера 32, а вот это 22 доллара, это 700 плюс 700, это 1500. То есть робот наторговал, плюс еще здесь, ну, понимаете, уже поинтересней. Ну и чем дальше команда растет, балансы они увеличивают, и, соответственно, больше мне доходность тоже приходит. Поэтому, если там самый низ туда спуститься, там были и маленькие, видите, там 0,5, там 0,3, вот это мое начало, 0,2, потом пригласил человека, 30 долларов заработал, вот, 12.09 стартанул. Вот, 30 долларов, там, хоп, нули, потом вышел на V2 в первых числах октября, тут у меня уже 40, 50 долларов, 135 долларов было, 100 долларов, 50, 86, потом все подутихло, мы начали настройками заниматься, ковыряться, сейчас, в принципе, уже так поднаковырялись, уже поняли примерно, куда, что, как торговать, изучили, теперь дальше работаем на приглашение, дальше строим структуры. Кто хочет строить, кто хочет не строит, обязаловок нету, заставляловок нету, робот никуда не убежит, то есть всегда можно зарабатывать и на пассиве, и на активе, и без проблем. Вот такие вот дела. Ну и раздел по мой. Вот сейчас у меня тут 87 долларов коплю, сейчас чуть-чуть поднакопится, буду выводить там 90, накоплю, буду выводить себе на счет, чтобы проторговка на эти деньги тоже шла. За 2 минуты эти деньги выводятся. Заходим сюда.
Оп. Снятие нажимаем. Детали вывода, сейчас покажу. Вот $70 я выводил, 56, 32, 87, 129, 120, 80. Это бонусные деньги. То есть то, что бонусы начисляются, вот они, вот эти вот зелененькие, это бонусы. Доход от дохода. Плюс, если партнер зарегистрировался, тут тоже появляется бонус, там $30, ну, у меня сейчас $40 от лично приглашенного, и от их приглашенных $10 начисляется. Вот они вот тут фиксируются, и от этого вот эта сумма набирается. Вот от этого сумма набирается. Ну и также с этой суммы закрытие сделок, там проторговки вычитываются комиссионные. То есть очень круто, когда команда есть, уже сам ты деньги не пополняешь сюда свои, ну там ну, откуда-либо на комиссии, а они вот приходят за счет того, что партнеры за счет того, что партнерские бонусы начисляются, отсюда и списание идет еще плюс комиссионных. Вот. Ну и команду можно посмотреть, зашли в команду и смотрим. 760 я заработал по первому, ну, то есть всего 760 заработал здесь вместе с командой. У меня лично приглашенных 13 человек, команда общая 81 человек, ну и вот они, партнеры зарегистрированы, мы видим, два лидера у меня есть, которые тоже строят команду, у одного 80 человек, у другого 45 человек зарегистрировано, это они строят тоже, V2 у них уровни горят. Ну и у меня уровень V2 горит, мне надо сейчас V3 закрывать следующий уровень, чтобы на ступеньку выше подняться, побольше зарабатывать. К этому стремлюсь, мне осталось 19 человек, и один уровень, и один еще партнер, чтобы V2 у меня загорелся. И тогда будет все круто, и тогда будет все классно. Поэтому строить структуру здесь приятно, комфортно, круто и легко, без напряга. Так, ну и на биржу. Сейчас мы на биржу зайдем. Есть также вот оно на приложение, ну как бы сайт есть RoyalQ. То есть тут тоже можно наблюдать, как это все проторговывается. Вот монетки. Ну тут сайт как бы он менее сейчас доработан. Я думаю, в процессе там его доработают, улучшат. Поэтому работаем через приложение. Вот это вот через приложение работаем. А по сайту там, конечно, еще дорабатывать, тут дорабатывать. Ну и через сайт тоже можно отслеживать монеты, покупки, смотреть комиссионные. То есть вот тут мы заходим, смотрим. Робот заработал $30, 43, 12, сегодня уже там $1 заработал. Это другой у меня счет, вот $400 уже робот заработал. Здесь $2500 баланс. Вот так. И по Binance заходим. Сейчас вот у меня видим баланс $811. Он постоянно скачет. То есть вчера была просадка, было минус, сейчас крипта подросла, плюс, появился плюс. Позавчера, то есть был минус, а потом вчера все подросло, появился плюс, было там 750 даже доходило. Вот если я сейчас всю монету продам, всю, в доллары переведу, у меня вот такой вот баланс будет, $800. И я их могу спокойно вывести. И вот это вот монеты куплены, я вижу, это уже на моем биржевом аккаунте. На моем биржевом аккаунте вот они, деньги лежат. Я смотрю, поскольку монет закуплено, тут я усредняюсь побольше делаю, которые сильно просаживаются. Ну, это и робот делает, и я там плюс-плюс нет помогаю, тому мы обучаем, рассказываем, как, чтобы быстрее монеты из просадки вытаскивать, и они дальше у вас спокойно проторговывались. И вот мы видим там на $20, на $18, разные монетки, $13, $12, $11, разные монетки куплены. Ну и все, ждем, когда это закрывается сделка. Это же все на автомате, робот все это контролирует, сам все делает. Вот такая вот классная классность. Вот он рынок, и мы по рынку тоже видим, что он у нас ходит постоянно вверх-вниз. То есть вот сейчас биткоин хорошо прошел, потом он опустился, мы закупали, сейчас распродались, опять закупались, распродались. Ждем дальше, куда пойдет вниз, будем закупаться, потом распродадимся, когда развернется. Пойдет сейчас вверх, будем продавать. Ну, робот будет продавать. Вот, сейчас я вам покажу монетку, которая сегодня стреляла, манна называется. Вот что они творят монеты. Вот такую вот красоту. То есть вот она проторговывается, здесь упала, она у меня была, кстати, она у меня вот здесь вот продалась, все, я от нее избавился. Думаю, ну ладно, сейчас пока там это деньги придержу. Вот, ну это робот, как бы я робот тут запрограммировал, чтобы он и больше не торговал. И вот
конечно, про этот момент пропустил. А так бы вот этот весь выход, вот этот проход, я бы собрал бы прибыль, но у кого она была подключена, здесь ребята неплохо подзаработали, ребята, девчата. Вот так они стреляют, и так, ну, каждая монета, то есть мы можем включить, допустим, что у нас там недавно стреляло еще, вот один С стрелял, вот мы видим, то есть оно, ну, мы тут не предскажешь, не ожидаешь, когда эта монета стрельнет. И ты как раз вот на этом выстреле хорошо зарабатываешь, когда наверх идет. И поэтому, конечно, выгодно в этих монетках находиться. Линк, так, Линк у нас не стрелял еще. Так, Сун стрелял, помню. Вот он, видите, недельку назад какой выстрел был. Тут он дал всем заработать неплохо. Дальше стреляла монетка Шиба, конечно, ее все знают, любят, обожают. Хорошие нам эти иксы. Вот она монета стреляла. Сейчас она там как бы проторговывается. Так, идет тут Шиба. Ну, короче, крипта это наше будущее. Допустим, если Шибу сейчас брать, видите, вот она, вау, пошла вверх. Если Шибу брать, ее сейчас в некоторых странах уже принимают, там, в магазинах, в ресторанах можно ей расплачиваться этой монетой. Вот, ну, как бы все делают компании, все делают проекты на то, чтобы криптой можно было расплачиваться, чтобы это были как деньги, как ликвид. Это наше будущее. Скоро мы тоже начнем активно пользоваться криптой и расплачиваться там в магазинах и везде. Поэтому ей сейчас, пока она вот так хорошо ходит, такие нам дает возможности заработать, нарастить себе капиталы вот такие вот. Вот ей сейчас выгодно, здесь выгодно поработать, здесь выгодно заработать себе капиталы, а потом уже создать бизнесы на земле и вперед параллельно. И пускай и тут, и там везде идут доходы. Ну, кто этого хочет. Поэтому вот такие вот моменты надо ловить и сюда входить и здесь зарабатывать. Так, ну, я все рассказал, показал. Если есть вопросы, задайте, пожалуйста. Если вопросов нету, то ставим на... закрываем это запись. Ну и все. Есть вопросы, спрашивайте. Нет вопросов, не спрашивайте. Вот такие вот дела. Короче, что? Плюсы, то, что я видел. Конечно, в интернете много всякого, и хорошего, и плохого. Так про каждую компанию, про каждый проект, про каждую крипту пишут. Что здесь? Первое. Биржа Binance. Мы все ей доверяем. Надежная, номер 1 биржа в мире. Деньги у нас находятся наши на ней. То есть, в принципе, рисков нету потерять там, чтобы у нас кто-то. Самое главное, чтобы безопасность была, чтобы там на телефон смс-ки приходили, там по почте у вас защищенная была, чтобы ваш счет не взломали. Есть, все, на бирже Binance, наши деньги. Второе, робота, когда мы подключаем, мы ему даем право только торговать на нашем счету, за доллары покупать крипту, и потом крипта дорожает, продавать эту крипту, увеличивать нам доллары. Все, больше он ничего не имеет права делать, криптой он топовой торгует, соответственно, слить, вывести, перевести, украсть наши деньги компания Royal Q робот не может. Далее, доходность. Доходность от 10 до 30%. В принципе, даже если 10% робот будет делать, это шикарная доходность по сравнению с банками и с теми рисками, которые мы испытываем в других компаниях, проектах, где мы кому-то в доверительное управление деньги отдали, администратору там или еще куда-то, и завтра этот проект закрылся, соскамился, и все, и наших денег нету. Здесь, по крайней мере, деньги всегда под нашим контролем, и пускай даже если они там от 10% в месяц растут, но они у нас всегда в доступе, и они при этом еще и растут. Кайф. Ну и все. А дальше уже смотрим, как это все развивается, обучаемся самостоятельно еще благодаря роботу, подторговывать, познавать этот весь рынок. И в процессе уже, когда будет опыт, знания, умения, можно еще в ручном режиме подторговывать, почему бы и нет, и ловить вот эти большие выстрелы монет, и на этом тоже еще зарабатывать себе там какой-то капитал. А когда денег будет больше, да, вы там и на $10 можете сначала, потом на $100, потом на 1000 заходить в такие сделки. И за одну сделку там мы видели, да, крипта приносит при выстрелах, приносит хороший процент. Вот, допустим, сегодня Мана стреляла, он 38%. То есть на 1000 зашли долларов, стрельнула она ее, в сделку зафиксировали, там 30, 40, 50%, ну там 30, 20, там 10% вы заработали за раз. Это сколько там, от $1000, допустим, это 100, там $200, $300 вы долларов могли заработать здесь.
выстреле именно от манны, вот в эту сделку попали. Все, увидели, что пошел тренд, хоп, зашли, заработали, вышли из сделки, вот вам деньги, спокойно с биржи их вывели. С биржи преимущества какие? Спокойно можно на любую карточку банка вывести, это все в районе 15 минут занимает, Сбербанк, Тинькофф, какую хотите, и без комиссий. То есть вы отдаете доллары, вам на карту частное лицо перешлет деньги. Все, сделку закрыли через P2P торговлю, деньги у вас. То есть сложностей вообще здесь нету, и кто хочет зарабатывать, всегда научится и обучится этому ремеслу, как зарабатывать на бирже. Поэтому минимальные риски практически нету. Тема огонь, деньги всегда у вас под контролем, что-то случилось, вы не побежите, не надо бежать к админу, не надо там хвататься за голову, где взять деньги. Остановили робота, забрали весь свой счет, капитал, воспользовались этими деньгами, робот никуда не денется, он у вас на год оплачена лицензия. Все, решили свои вопросы, проблемы, деньги появились, опять начали добавлять на робота, опять ими проторговывать. Есть у вас еще источники дохода, оттуда берете, потихонечку тут наращиваете. Пройдет там месяц, 2, 3, 4, у вас тут будет уже 1000, 2, 3 тысячи торговаться, а это примерно там 20-30 долларов в день уже будет наторговываться. А это примерно 1000, 2, 3 тысячи рублей у вас уже в день будет пассивного дополнительного дохода вам на жизнь. Плохо, что ли? Неплохо. Вот, пожалуйста, используйте и эту тему для своего как бы благосостояния. Я все, тогда закрываю запись и потом могу ответить уже на вопросы без записи. Так, остановить как раз.